Зюганову длинные новогодние каникулы как нож в сердце. Сколько процентов ВВП теряет страна, пока ее граждане запивают оливье шампанским? Можно праздновать сколько угодно, но проблема от этого не уменьшается, они только множатся и увеличиваются. По мнению Зюганова, длинные зимние каникулы надо либо отменить, либо перенести на май, чтобы россияне как следует отдохнули на грядках. Между 1 и 9 мая эти 5 дней были блестящие. Мы поработали, убрались, почистили, одновременно заложили чудный урожай. Это кадры, сделанные газетой «Свободная пресса». Лидер КПРФ, позируя перед камерой, чистит снег на своей даче. По его словам, удивляться тут нечему. Я каждый день тружусь в этом плане, вас не должно удивлять. Я все детство провел с тяпкой, с лопаткой, с топором, с дымарем, ухаживал садом. Но в искренность слов и дел главного коммуниста страны верят далеко не все. Он пытается героизировать себя, что я наработал. Да нигде он не работал. Сразу после окончания института партийно-комсомольская работа, и вот так восходил наверх по номенклатурной лестнице. Он номенклатурщик. Дача, на которой снимают Зюганова, на самом деле ему не принадлежит. Он пользуется ею по договору. Впрочем, в прессе не раз писали, что у главного коммуниста страны, кроме этого скромного домика, есть еще собственная вилла за границей, стоимость которой около $1 миллиона. Его нельзя назвать бедным человеком. Геннадий Андреевич не бедный человек. И чистить снег на ее пороге ему никогда не приходится.